Здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Амчра». Кредиты и ставки, выдача российских пенсий по новым правилам, майнинги, криптовалюта. Темы, волнующие наше общество и которые как никогда актуальны. О проблемах и о потенциале развития банковской системы нашей страны и сможет ли она стать импульсом ускорения экономического развития республики, мы поговорим с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателли. С августа месяца жители нашей республики, получающие российскую пенсию, вынуждены выстаивать в очередях в условиях эпидемиологической обстановки, которая ухудшается. Ну, как известно, это очень опасно для людей пожилого возраста. Как и раньше, были открыты точки сберкасс, и пенсионеры сейчас получают таким образом пенсию. Но они рады этому факту, лишь бы получить свой единственный для большинства источник дохода, так скажем. Как сейчас решается эта проблема и что сделано в этом направлении? Нашлись вот те самые деньги, которые пропали в тот период, о котором мы знаем? Ну, вы так сразу много вопросов задали, и многие вопросы не относятся к Национальному банку. Национальный банк, в принципе, оператор, который предоставляет деньги, которые поступают из России, сберегательному банку, и сберегательный банк выдает эти деньги. К сожалению, от Национального банка не зависит, каким образом выдавать пенсию. Мы на эти вопросы не отвечаем их и не решаем. Нам поступило письмо с требованием, прекратить выдачу пенсий через банкоматы. Хотя для нас это на самом деле очень сложная задача, потому что все-таки за многие годы мы провели большую работу, было выпущено около 50 тысяч карт. Я помню сопротивление, которое было со стороны, наверное, вы помните, пенсионеров, которые вначале не понимали, что это такое, насколько это им удобно. Ну, вроде бы этот период мы со сложностями преодолели. В последние годы все уже привыкли к этой схеме. Но сейчас, получается, по соответствии с требованиями, выдача осуществляется через кассы. То, что касается поиска денег, Национальный банк этим поиском не занимается, это не наша задача. И наша задача простая. Национального банка вообще простая задача. Прислали деньги из Российской Федерации, передали Сбербанку и выдать. А вот этот процесс же бесконечный. Это не то, что была история, забылась. Но, насколько мне известно, около 700 человек умерших на середину этого года накопилось уже. То есть это люди же умирают не за раз, все 700 человек умерли. Это процесс, который происходит. Люди, кто-то новый вступает в пенсионный возраст, кто-то выбывает из него. И, неизвестно кто, скорее всего, близкие, родственники, дети, продолжали снимать пенсию по карточкам умерших пенсионеров. И сейчас, когда выясняется, что эти люди умерли, а Сбербанк видит, что по банкоматам была выдача денег, выяснять, кто это сделал, невозможно. Просто банк этим не занимается, это не задача банка, искать, умер клиент или не умер, или нужно ли было приостанавливать пенсии и так далее. Это другие органы этим занимаются. Но на данный момент такое решение принято, оно очень тяжелое было для банка, особенно сберегательного банка, потому что, например, в Сухуми 70% пенсионеров получало пенсию по карточкам, в районах меньше. В Творчейском районе, например, 90%, как и сейчас, и как даже при наличии карт, получали через кассы. Поэтому больше всего, конечно, пострадали жители города Сухум. Жители сел в меньшей степени пострадали, потому что сберегательный банк, несмотря на сложности, несмотря на затраты, обеспечивает доставку пенсий до пенсионеров в села. Сегодня 35 сел Абхазии в графике выдачи пенсий. То есть сберегательный банк, это Чемчирского и Гудаутского района, сберегательный банк давно еще приобрел машины специализированные, которые по графику развозят пенсии пенсионеров. И где-то треть пенсионеров в Абхазии получает пенсию даже не в городах, не в отделениях, а прямо на местах, в деревнях. Поэтому такая серьезная работа проведена. Когда была поставлена задача отключить банкоматы,
от обслуживания пенсионных карт. Конечно, это был шок, и мы не готовы были, люди не готовы. Вы помните, в августе у нас были катастрофические очереди, гигантские, потому что система не справляется. И мы сразу стали думать, как можно решить эту проблему. Но здесь простая арифметика, по сути. У нас в Абхазии получает пенсию около 30 тысяч человек, российской пенсии. Еще около 44 тысяч получают абхазские пенсии. Но есть люди, которые получают и российские, и абхазские. Но проблема еще заключается в том, что и российская, и абхазская пенсия приходит не одновременно. У нас часто люди спрашивают, почему нет абхазской, почему нет российской. Просто нужно понимать, что это два разных источника. Одна пенсия идет из Российской Федерации, другая пенсия идет из бюджета Республики Абхазия, из пенсионного фонда или из других источников. То есть это нету такого, что они в один день должны поступать, да, разные природы денег. Но для Сбербанка это сложно, поскольку, получается, надо обслужить 30 тысяч пенсионеров по российской пенсии, и потом, чуть позже, начисляется абхазская пенсия, и огромное количество людей. Получается, в среднем, с учетом того, что иногда человек приходит, получает и российскую, и абхазскую, то есть не приходит 2 раза в месяц, дожидается поступления абхазской, то в среднем до 50 тысяч человек сберегательный банк обслуживает в месяц. Если говорить по городу Сухум, то, значит, в среднем сберегательный банк обслуживает до 15 тысяч человек. То когда нам поставили задачу выдавать через кассы, понятное дело, что в один день 15 тысяч человек город Сухум обслужить не мог. Это невозможно количество, ведь это время обслужить, выдать деньги. И это для удобства пенсионеров, для того, чтобы как бы не мучить людей, не создавать сложности, мы вынуждены были развиваться по 2 направлениям. Первое, мы в срочном порядке оборудовали дополнительно 2 помещения, 2 отделения были открыты в Сухуме. Одно отделение на Красном мосту, которое занималось выдачей кредитов. Мы там, значит, организовали площадку для выдачи пенсий. И в срочном порядке в районе Колоса, на повороте на Старый поселок, тоже открыли отделение. То есть у нас было 3 точки выдачи пенсий по городу, сегодня их стало 5. Но самое главное, мы увеличили в 2 раза число операционистов, которые обслуживают пенсию. Сегодня в городе Сухум от 20 до 25 человек в день занимаются исключительно выдачей пенсии. Для сберегательного банка стала серьезной нагрузкой то, что увеличились канцелярские расходы, картриджи, время, количество сотрудников, фонд зарплаты, помещения, охраны, инкассация. Это все, конечно, очень затратно для Сбербанка. Но мы понимаем, что это не коммерческий проект выдачи пенсии, а социальная нагрузка государства, поэтому банк в этом смысле не считает деньги, сколько нужно потратить, чтобы, значит, выдать пенсию. Но, значит, увеличение отделений по городу, безусловно, разгрузило ситуацию, но самое большое подспорье стало это внедрение графика. Потому что по нашей статистике мы ежедневно ведем учет, значит, в Национальном банке, мониторинг ситуацию в Сбербанке, хотя это и не наша задача, но понимаем, что это большие социальные вопросы, учитывая это время, в котором мы находимся, когда небезопасно. Вот вы поставили вопрос. Конечно, это небезопасно для людей, чтобы они, значит, в большой очереди стояли, обслуживались, поэтому был утвержден график выдачи с тем, чтобы равномерно в течение 3 недель, значит, осуществлялась выдача. Но мы также должны понимать, что и намного опаснее сотрудникам Сбербанка, операционистам, даже не руководству, не тем людям, которые работают в кабинетах, так скажем, да, передний фронт, которые обслуживают людей. Вот смотрите, какая ситуация. Клиент приходит в банк, получил там деньги свои, там перевел деньги, он ушел, и месяц не появляется. Операционист в банке, который каждый день обслуживает до 100 человек. Сегодня одних, завтра других, послезавтра. И, безусловно, в сберегательном банке эта проблема тоже дополнительной проблемой становится. Как обезопаситься, как сделать так, чтобы не подвергнуть себе риску заразиться. И, несмотря на это, мы видим, что и сотрудники у нас болеют в Сбербанке, были вынуждены закрыть отделение на один период на проспекте у нас, в Национальном банке болеют. Поэтому сейчас, если вы обратите внимание, мы постарались сделать все, чтобы не было очередей, благодаря тому, что, значит, установили график, благодаря тому, что открыли дополнительные отделения, увеличили число операционистов. Сегодня у нас
по выдаче пенсии очередей намного меньше, чем когда были карты даже. Ну а сами пенсионеры как к этому относятся? Потому что у нас же, как правило, в первый день начисления пенсии хотят получить. Правильно. На самом деле пошел спор, как закидывать пенсию. Одни считали, давайте будем таким путем идти. Пришла пенсия, вот, например, в городе Сухом 10 тысяч человек получают российскую пенсию, 11, там от 10 до 11 тысяч. Пришла пенсия, давайте мы закинем, а там кто хочет, пусть придет. Но вы представляете, если закинуть в один день пенсию, 10 тысяч человек выйдет, даже если банкоматы будут, как у нас было, это все равно будут колоссальные очереди. В наше время это недопустимо. Поэтому мы раскидали по графику. И как вы сказали, так и получается. Например, транш первый, да, сегодня, на 3 дня выделяется на транш в среднем. В основном все приходят в первый день. Транш второй, да, еще 3 дня выделяется. Закидываем на карты, в основном приходят в первый день. Но люди, понятно, что нуждаются, как вы правильно сказали, для многих это единственный источник дохода. Мы понимаем, что каждый день оттягивания это время, но мы с другой стороны понимаем, что недопустимо, когда значит, люди по несколько часов будут стоять. Мы можем, нам несложно закинуть всем пенсию на карты в один день, но это приведет к тому, что люди будут сутками стоять в очереди. И поэтому решили пойти по второму пути, то есть утвердить, значит, график, распределить, растянуть во времени. И в целом, можно сказать, проблема с очередями решена. Единственное, к 9 часам утра, вот традиционно, пожилые люди часто рано встают, приходят, и к открытию отделения, там человек 10-15 обычно собирается людей, в течение получаса уже очередей нет. И то же самое происходит после перерыва. С часу до 2 перерыв, к 2 часам собирается человек 10-15, почти в каждом отделении такая же картина. Поэтому многие люди теперь понимают, что чтобы избежать очередей, не нужно приходить именно в 9 утра к открытию или в 2 часа к открытию. И самое главное, что хочу сказать, что в целом наши пенсионеры уже не боятся того, что закончатся деньги, как это было раньше. Да, вот когда сложные времена в Сбербанке были, такой проблемы не существует. Например, закрывается отделение 4:30, многие люди спокойно приходят в 4, 25 минут 5, знают, что деньги всегда наличность в кассе есть, мы за этим очень серьезно следим, не допускаем того, чтобы не было никаких проблем. И еще что стало понятно, с августа месяца, когда было принято решение о выдаче пенсии через кассы, у нас первый транш, мы пошли по возрастному пути, не по фамильному, как раньше было. До карт ведь тоже график был, если вы помните. До карт был график, но он действовал по алфавиту. Сначала пенсионеры на букву А, потом пенсионеры на букву Б, и в конце получали пенсионеры там, 5, 7, 8 числа следующего месяца. Очередь доходила до тех, кто родился на букву Я. Но мы тоже, когда обсуждали эту идею, каким путем идти, пришли к выводу, что несправедливо, но кто-то на букву А родился, а кто-то на букву Я, и получается, кто-то получает 20 числа, а кто-то там 7 следующего месяца. И решили пойти по другому критерию, по возрастному. В первую очередь пожилым пенсионерам, да, потом уже помоложе, и самая последняя группа, как я называю, молодые пенсионеры, начинающие. В основном это та часть, сказать, людей, которые, как показывает наша статистика, подавляющая часть этой категории пенсионеров молодых, работающие. То есть для них это не так важно, они получают зарплату. Возможно, это не единственный. Да, то есть это не единственный источник для большинства из них. Поэтому решили как бы снять социальное напряжение, в первую очередь, значит, людям, как там 80 лет, 70 лет и выше выдать. И что показала практика? Я хотел бы также сказать, что многие пенсионеры стали делать доверенности, чтобы не стоять в очередях. И хотел, правда, выразить благодарность многим сотрудникам нотариальных контор, которые достаточно быстро и многие, как я знаю, даже бесплатно оформляли доверенности для пенсионеров, учитывая вот эту сложную ситуацию. И на сегодняшний день по городу Сухому могу сказать, больше половины, наверное, 60, а может уже и 70% пенсионеров пожилого возраста не приходят в Сбербанк. То есть они сделали доверенности, у большинства людей есть пожилых дети, близкие, знакомые, кому они доверяют. Поэтому, когда идет выдача пенсии людям старше 70-80 лет пенсионеров, то, как правило, за больше половины из них снимают деньги близкие люди, которым они доверили. Как скоро
мы вернемся к тому, что пенсионеры будут получать Это на еще раз возвращаясь к этому вопросу, это не к Банку Абхазии вопрос. То есть я даже не могу о сроках Какие-то переговоры ведутся? Банк Абхазии не является лицом, который ведет переговоры по этому вопросу. Банк просто, как сказать, институт, инструмент, где выдаются деньги. По количеству звонков и по качеству вопросов я стал понимать, что наши граждане потихонечку начинают понимать, что банк – это всего лишь место, где пенсионер приходит и получает пенсию. Потому что возникают вопросы, связанные с тем, когда будет начислена абхазская пенсия, например. Да? Ведь российская пенсия у нас идет строго по графику, абхазская пенсия идет не по строгому графику. То есть у нее есть там, значит, задача выплаты пенсионного фонда за август, за сентябрь, за октябрь, но строгих дат нам не предоставлено пенсионным фондом. И раньше все вопросы к Сбербанку были. 100 тысяч людей ежедневно, когда будет пенсия абхазская, почему ее нету, и к операционистам с вопросами приходят. И я всем говорю, вы говорите, что вы просто выдаете пенсию, которая поступит, а на эти вопросы не может банк ответить. Мы не можем сказать, когда будет абхазская пенсия или когда будет зарплата. Поскольку банк, опять же, еще раз такое звено, прислали, профинансировали пенсию, пожалуйста, приходите, получайте. Если не прислали, банк не может сказать, почему не прислали или когда пришлет и так далее. То же самое и с этими вопросами, связанными с переходами на Ну, карту. вы понимаете, вот такая разъяснительная беседа, работа, она может быть и поможет нашим пенсионерам разобраться в этом вопросе, и, может быть, столько обращений не будет. Да, но сейчас я дальнейшем. думаю, что люди понимают, потому что вот из года в год таких вопросов все меньше, и люди понимают, что какой источник финансирования, кто финансирует, какие даты, это как бы вопросы такие снимаются. С момента перехода на кассовый способ обслуживания в Сбербанке по пенсии, опять же для удобства пенсионеров мы значит, приобрели тогда программу, когда реорганизацию делали в Сбербанке, которая позволяет обслуживать пенсионеров по всей Абхазии. То есть если раньше пенсионер получал пенсию в конкретном отделении, поскольку там хранилась информация о его счете и всех процессах, которые со счетом связаны, то сегодня у нас единая программа, единая база. Человек, который прописан в Кварчеле, условно, в Кварчале или в Гале, или в Гагре, в любой точке Абхазии он может получать пенсию. Не обязательно возвращаться к отделению, которое находится по месту прописки. Человек находится в Гагре, прописан, скажем, в Кварчале и получает там пенсию. Без проблем может обратиться в ближайшее отделение Сбербанка и получить банковские услуги. Мой следующий вопрос волнует большинство населения нашей страны. Это, конечно же, кредиты и ставки. Какие виды кредитования существуют в Абхазии на сегодняшний день и стоит ли гражданам ждать дешевых кредитов? Значит, есть такое неправильное представление о том, что кредиты это и кредитование это такая же программа, как выплата пенсии, зарплаты, то, что должно делать государство. Да, вот почему-то такой стереотип сложился, что это чуть ли не социальная программа государства по выдаче кредитов. То есть обязательные платежи государства, да, зарплаты за оказанные услуги по работе, пенсии и так далее. А есть сугубо коммерческая деятельность. Вот кредиты – это коммерческая деятельность, которая государству не относится, и такой задачи у государства нет предоставить каждому кредит. Это вот как бы аксиома, которую я хочу, чтобы наши телезрители тоже понимали. Коммерческая деятельность, она значит, осуществляется у нас коммерческими банками. Вот я сегодня как руководитель Национального банка вам могу рассказать исключительно о Сбербанке. Потому что в Абхазии, кроме Сбербанка, существуют еще другие коммерческие банки. Какая у них кредитная политика? Это политика конкретного банка. Чтобы было понятно и доступно, я хочу такие параллели привести, что банки коммерческие – это точно такие же, значит, предприниматели, как и там, скажем, предприниматели, которые оказывают услуги в сфере торговли. Вот кто-то магазины открывает, кто-то гостиницы открывает, кто-то рестораны открывает, а кто-то решил открыть банки, да, условно говоря. И как они зарабатывают, какие они кредиты предоставляют, кому они предоставляют, это, значит, задача коммерческих банков и задача заработать деньги, прибыль. Банки не созданы для того, чтобы, значит, решать социальные вопросы.
Вот первая задача. Это то, что касается коммерческих банков. Но среди всех коммерческих банков в Абхазии есть один коммерческий банк, который по своей деятельности коммерческий, но он принадлежит государству, Национального банка, это Сберегательный банк Абхазии. И почему я столько говорю об этом, чтобы вы понимали, что Национальный банк не вмешивается в кредитную политику коммерческих банков. Это не наше право. Мы не имеем права человеку или лицу говорить, что вы должны делать, как зарабатывать, какие кредиты выдавать. Другое дело, что как собственники Сберегательного банка, государственного коммерческого банка, мы можем проводить политику по кредитованию населения, вообще кредитную политику и управлять ее. Теперь к вопросу второму о том, когда будут кредиты, в каком количестве. Ответ касается только Сберегательного банка. Почему я столько рассказывал, чтобы вы понимали, что я могу говорить исключительно о той политике, которая будет реализовываться в Сберегательном банке. Значит, как вы знаете, для того, чтобы предоставлять кредиты, нужны ресурсы. То есть где-то их взять, эти деньги. Кредиты – это деньги. Где их взять, чтобы выдать? Если, значит, удовлетворить потребности, вот то, что вы говорили, большое количество людей, это правда. У нас десятки тысяч людей нуждаются в кредитах, если будет такая возможность. Мы проводили опрос, оценку делали. И чтобы удовлетворить всех в кредитных ресурсах, нужно несколько миллиардов рублей. Несколько миллиардов рублей, чтобы выдать кредит. Вопрос главный, где взять эти деньги? Национальный банк Абхазии не эмиссионный центр, мы не печатаем деньги. И денег в банке ровно столько, сколько на счетах клиентов. Если клиенты принесут деньги в банк, то деньги в банке появятся. Если деньги не принесут, то деньги не появятся. Соответственно, отвечая на вопрос, где взять эти деньги, я, в принципе, уже сказал об ответе. Деньги появятся, если кто-то будет вкладывать в банк. Если кто-то не будет вкладывать в банк, то денег в банке не будет и никаких кредитов не будет. Вклады не в большом количестве приходят, особенно в наше время, когда была граница закрыта, тяжелые времена, связанные с эпидемиологической обстановкой. Безусловно, объем вкладов сократился, и Сберегательный банк сегодня не может предоставить большое количество кредитов. Это вопрос по количеству. Да? Теперь вопрос по ставке. Как зарабатывает банк? У одних людей привлекает эти деньги под проценты, дальше добавляет маржу и предоставляет эти деньги тем, кто в них нуждается, заемщикам. У нас получается изначально очень дорогие вклады, очень дорогие деньги. У нас ставки до 18% доходят. Потому что люди понимают, что денег мало, вкладывать в коммерческий банк по 3-5% в год, как в России, наши граждане мы уже как-то пробовали, был период, когда мы опустили ставку. Ведь все надо изучать рынок, как он реагирует. Мы тоже думали, может, опустим ставку по вкладам, сделаем дешевыми вклады, наберем дешевые деньги и предоставим дешевые кредиты. Мы опустили ставку до 10-12%, хотя это тоже низко. Опустили до 10-12%, практически никто не принес деньги. То все, людям это не интересно, вкладчикам это не интересно. И получается, когда ставка опускается, вкладчики деньги не приносят, банк оказывается без денег, и получается, кредитов нет вообще никаких. Тут получается, все зависит от вкладчиков? Все зависит от вкладчиков сегодня. Потому что, какие способы привлечения денег вообще существуют? Если Национальный банк имел бы деньги, предоставил бы кредит Сбербанку, которых нет, да? Если бы Сбербанк мог заимствовать на международных рынках, но в силу нашего статуса мы, не можем на международные рынки обращаться, а в российские банки из-за ситуации в Сбербанке с тем, что у нас и финансовые показатели Сбербанка плохие, и нет обеспечения, что можно предоставить в обеспечение по кредиту, получается, что единственным источником являются наши граждане. Поэтому, отвечая на вопрос, когда будет такое, что
огромное количество кредитов и дешево будет, я думаю, это будет не скоро. Давайте поговорим о других кредитах, о тех кредитах, которые, как мы знаем, не возвращаются. В обществе очень много слухов вокруг этой темы. Одни говорят, что заемщики как в броне, можно так сказать, кто-то возвращает, кто-то не возвращает, как с гуся вода, кому-то можно, кому-то нельзя. Почему сложилось такое впечатление? Вот я, например, не припомню ни одного громкого дела по возврату денежных средств. Как решаются проблемы с возвратом? Есть те, которые вернули, и вообще о каких суммах идет речь? Значит, я вам скажу, это старая тема, история, но сейчас уже не так актуальна, потому что, я не знаю, помните вы или нет, когда мы вводили временную администрацию в Сбербанк, был огромный балласт кредитов, которые просто были мертвы. Ну, просто не работают, взяты деньги, сняты, не обслуживаются и так далее. Мы тогда все дела передали в прокуратуру, там, по-моему, 600 миллионов рублей. Список был опубликован на сайте всех людей. С кого-то, списывались, потом кто-то взял кредит, достиг пенсионного возраста, и когда стал получать пенсию с кого-то. Ну, это все мелкие суммы. А крупные суммы так и, остались мертвыми. Я даже не знаю, есть ли перспектива у них. Это все риски банков, это все старая история. Из современных процессов, которые у нас идут вот последние годы в Сбербанке, у нас таких проблем нет, чтобы совсем не возвращались, потому что мы привязываем же поручителей. Бывают случаи, безусловно, и таких немало, когда человек взял деньги, например, я сейчас придумываю сюжет, 300 тысяч рублей на год. У него есть обеспечение, но он не может по графику платить. Случились какие-то обстоятельства, сложились, которые не дали ему возможность заработать. И тогда мы, конечно, идем навстречу, особенно в период пандемии летом. У нас огромное количество заемщиков было, которые приходили и говорят, мы не можем вернуть деньги в срок. То есть им давали отсрочку? Мы давали отсрочку, мы составляли новый график, мы всегда шли навстречу. Но у нас тема, в принципе, есть. Это, если посмотреть процент проблем, он значительно, вот просто в разы упал, чем то, что было раньше, поэтому и такой проблемы нет, и сумм таких больших нет. Если посмотреть на кредитный портфель, у нас может 1-2 кредита больше там 1-2 миллиона. В основном все кредиты, которые сбербанковские, они маленькие, выгодные. Потому что и банку самому сегодня невыгодно давать большие деньги. Предприниматель никогда не сможет обслуживать кредит по 36% годовых, потому что такой доходности нету в бизнесе. Поэтому предприниматель не обращается в Сбербанк за кредитами большими. В основном это микрокредиты. Микрокредиты 50, 100, 200 тысяч рублей на год, а там в процентах разница, что 36, что 24, 100 рублей, незаметно. И банку выгоднее предоставить много маленьких кредитов с обеспечением, чем предоставить один большой кредит и ждать, вернутся деньги или нет. Невозврат кредитов подрывает деятельность, как мы все знаем, коммерческих банков. К примеру, взять сейчас Сухумбанк. Как там сейчас обстоят дела? Ну, насколько я знаю, там ситуация сложная в Сухумбанке. Мы мониторим этот процесс, будем наблюдать за тем, если они справятся у них же проблема с заемщиком главным была, вот вы, наверное, слышали, с топливной компанией. Вот, и в связи с этим у них ликвидность серьезно просела. Будем мониторить ситуацию, но если она будет ухудшаться, тогда Национальный банк будет вынужден меры оздоровительного характера вводить, как мы со Сбербанком делали, вводить администрацию или какие-то другие процессы с тем, чтобы, оживить эту деятельность, потому что, в соответствии с законом мы должны как-то реагировать на то, когда будут серьезные сложности у банков. Но эта проблема невозвратов, она, безусловно, сказывается на банках, и особенно сильно ситуация ухудшилась в летний период у нас в банках, во всех, потому что упали обороты значительно. По итогам 8 месяцев этого года чисто отток денег из Абхазии за пределы 2 миллиарда рублей составил. То есть приток денег минус отток, и объем денег в стране уменьшился на 2 миллиарда рублей, соответственно, денег стало меньше в банках, клиенты, заемщики
стали испытывать сложности с обслуживанием своих кредитов, стали обращаться в банки с просьбой продлить, не платить. Естественно, это была очень такая тяжелая пора для всех нас и отражалась на всей банковской системе. И буквально как с августа, как открылась граница, начался курортный сезон, ситуация как-то улучшилась значительно. На сегодняшний день что собой представляет банковская система Абхазии и как в условиях кризиса все-таки функционируют коммерческие банки? Ну, вы сложный вопрос задаете. Конечно, банковская система – это часть всей системы. Да? Мы не существуем отдельно, оторванные от страны. И если в стране все хорошо, то хорошо и в банке. Если в стране все становится плохо, безусловно, становится плохо и в банковской системе. Но можно сказать, что благодаря тому, что были приняты серьезные мероприятия в предыдущие годы в Сбербанке, эту весну, это лето, потому что оно было закрытым, да, Сбербанк вынес в принципе неплохо, даже лучше, чем в прошлом году. Практически не было такого, что Сбербанк столкнулся с дефицитом денег, чтобы клиент пришел, сказали, денег нету, там приходите завтра. Мы даже улучшили процесс с платежами значительно. Но тем не менее нужно понимать, что 8 месяцев этого года были очень тяжелыми. И ситуация стала улучшаться только с открытием границ. Во всех цивилизованных странах при банках существует антикризисный отдел или антикризисное управление, которое помогает минимизировать потери и не допустить банкротства. Существует ли у нас такая практика? Кого? Банкротство банка, допустим, Да. коммерческого. Существует ли в нашей стране такая практика и насколько она эффективна? Ну, у нас это значит, у нас есть надзорный орган. Безусловно, мы также понимаем сложности коммерческих банков, но такого антикризисного отдела у нас нет. Я вам скажу, что у нас вся жизнь антикризисная. Вот сколько я здесь работаю, все эти годы у меня антикризисная работа. Поэтому, можно сказать, антикризисный процесс у нас происходит, особенно касается это все сберегательного банка. Поэтому мы и так делаем все возможное, чтобы оздоровить. И когда, например, банки сталкиваются со сложностями, они не могут нам вернуть кредиты. Да? Мы, безусловно, в соответствии с законом должны говорить, нам все равно, как хотите, возвращайте. Но мы понимаем, что ситуация сложная, и банки не могут нам вернуть кредит сегодня, потому что клиенты их подводят в связи со сложившейся ситуацией, и даем возможность пролонгировать. То же самое, как и коммерческие банки работают со своими заемщиками, мы работаем со своими клиентами, коммерческими банками, тоже даем возможность пролонгации, то есть не говорим любой ценой, нам все равно, какие сложности в стране, возвращайте деньги. То есть этот процесс идет со стороны Национального банка тоже. Национальный банк Абхазии – это не аналог Центрального банка, банка-эмитента валюты. У нас нет эмиссии, мы не печатаем деньги. Соответственно, набор инструментов, которыми мы можем воздействовать и помогать, или наказывать, или какие-то другие мероприятия, совершенно другой. То есть мы имеем денег ровно столько, сколько есть в стране, и та часть, которая поступает в банки. От банка Абхазии не зависит, больше будет денег в банке Абхазии или меньше. Такими инструментариями, такими возможностями, как центральные банки в других странах могут пользоваться, повлиять на ставку процента, на ключевую ставку, воздействовать на платежный баланс, там, таргетировать инфляцию, установить курс или там, имитировать деньги или изъять из оборота. Всего этого у нас нет. Поэтому, соответственно, и набор механизмов воздействия, инструментов, он значительно скуден. Если говорить о музее Банка Абхазии, он мне очень нравится, я считаю его частичкой нашего города, но есть те, которые были возмущены нецелесообразностью строительства такого объекта, считают, что израсходованные средства можно были пустить на социальные какие-то проекты. По поводу денег сначала скажу. Значит, мы не бюджетная организация, да, мы из бюджета ничего не тратим, естественно, зарабатываем деньги. И, соответственно, есть расходы банка, которые, по сути, на самофинансировании находятся. Но дело в том, что есть вещи, которые не нужно
значит, измерять, как бы, сколько это стоит. Есть вещи, которые надо делать. Вот, условно говоря, у нас есть Министерство иностранных дел Абхазии. Да, это деньги, бюджет, и зарплату платят сотрудников, но мы же не говорим, это не нужно делать, потому что дорого, да? То же самое, мы независимое государство или нет, мы должны с этим определиться. Если мы независимое государство, у нас есть Национальный банк, при банке, как и в любом государстве, должен быть музей, в котором должно накапливаться вот все наследие, связанное с банковской денежной историей страны. Ведь огромное количество, у нас очень богатая история денежного обращения. Первые деньги ходили на территории Абхазии с VI века до нашей эры. И самое интересное, нам удалось найти эти монеты. Мы к открытию музея представим, значит, фонд, который уже не маленький. У нас представлены монеты VI века до нашей эры, и I, и нашей эры. И самое ценное в том, что монеты найдены на территории Абхазии. Благодаря тому, что появилась сама идея создать такой банк, мы уже видим, что некоторые люди приносят к нам монеты. Кто-то в дар приносит, кто-то продает, но самое главное, у нас накапливается наследие. И наша подрастающая молодежь, и гости нашей страны могут приходить и знакомиться с тем, что у нас очень богатая история. Нам есть что показать. И через монеты, ведь это памятник истории нашей, материальный памятник. Через монеты можно понять, что было на территории Абхазии, с какими странами шла торговля, проходили торговые пути. Поэтому очень важно. Но я хочу сказать, что кроме такого вот исторического, значит, аспекта этого вопроса, здесь еще есть вопрос фондирования. Место, где собирается все это в одном месте, не разбросано по всему миру, а мы как бы накапливаем это все. И это станет площадкой научной. Здесь не только экскурсионной. Многие восприняли это как экскурсионную часть. Кстати, во многих странах музеи закрыты банков. То есть такого нету. Просто мы могли бы тоже так сделать, открыть банк в музее. То есть не с этой стороны вход, а с внутренний только для вот того, что он должен быть, и там накапливаются фонды. Но мы решили совместить эти вещи. Раз у нас есть такие фонды, почему бы и не показать? Кроме этого, здесь будет проводиться научная работа по нумизматике, по истории денежного обращения. У нас директор банка Астамур Георгиевич Таня, большой специалист в этом вопросе. У нас сотрудники, которые занимаются, значит, вопросами нумизматики уже. И, соответственно, здесь будут проводиться площадки, конференции, издаваться научная литература. И мы также надеемся, что она станет площадкой для исторического факультета Абхазского университета, который изучает историю Абхазии. Студенты могут практику проходить здесь, дипломные работы. И будут организованы секции, кружки для детей, которым интересна эта тема. То есть он такой многофункциональный и очень интересный. И я в этом еще раз убеждаюсь, что это нужная, обязательно необходимая часть Банка Абхазии. Был период, когда была граница закрыта, были проблемы с обслуживанием международных карт. Как сейчас обстоят дела, и сейчас можно обналичить деньги в банкоматах Абхазии? Но смотрите, какая ситуация. У нас был очень сложный период, опять же, карантинных, когда была закрыта граница, когда был серьезный отток денег из страны и из банка в том числе. И банки стали испытывать сложности с наличностью. И когда стал вопрос, что денег мало, естественно, каждый банк решает в первую очередь обслуживать своих клиентов, а не клиентов, значит, других банков, а тем более из клиентов из банков там, другой страны, так скажем. Да? И поэтому с тем, чтобы не подводить своих клиентов, банки приняли решение закрыть банкоматы на выдачу наличных не своим клиентам. Но это было сделано в первую очередь для клиентов, обслуживавших по картам Visa и MasterCard. По картам МИР, поскольку их не так много на рынке, до 20% всего пока, банки вытягивали эти суммы, и карты МИР не были отключены. То есть нельзя сказать, что российские карты не работали в Абхазии. Работали в посттерминалах, обслуживались. Но были ограничения, получается. Значит, смотрите как, по посттерминалам, по оплате картами проблем не было никогда. И в сложные периоды в магазинах, в кафе можно было расплачиваться. По снятию денег с банкоматов
По российским картам, обслуживающихся в системе МИР, тоже проблем не было никогда. Никто не отключал. Единственное, были отключения от банкоматов по карте Visa и MasterCard. Большинство банков уже с августа месяца обслуживают все карты, но с ограничениями по выдаче наличных. В одном из интервью вы говорили об интернет-эквайринге. Расскажите, пожалуйста, что это такое и уже могут этой услугой пользоваться наши граждане? Значит, как вы знаете, у нас идет достаточно сложный процесс развития системы, но тем не менее динамичный. Если вы посмотрите на статистику по картам, которые у нас имеются в Абхазии, несмотря на то, что вот в летний период, весенний-летний период, когда были введены ограничительные мероприятия, была закрыта по сути граница, и вследствие этого оборот по российским картам упал в 2 раза. У нас многие граждане Абхазии пользуются российскими картами, и несмотря на то, что не приехали туристы, все равно было падение в 2 раза. Но с 1 августа, как была открыта граница и стало все быстро восстанавливаться, вот по итогам, значит, сентябрь к сентябрю прошлого года или август к августу прошлого года, рост по российским картам, по международным картам в целом, составляет почти 50%, 48-49%. То есть увеличилось число операций, суммы, проходящих по ним. Это в силу того, что и людей больше заехало, и по сравнению с прошлым годом увеличилось количество точек, где обслуживаются эти карты. Хочу сказать, что и по абхазским картам увеличивается оборот, и что меня радует, потихонечку формируется культура оплаты картами в магазинах, в посттерминалах, в торгово-сервисных предприятиях, так скажем. Темпы составляют 100%. То есть каждый год за последние 4 года, если смотреть, каждый год в 2 раза больше, чем в прошлый год. В силу того, что мы тогда и банки вынуждены были отключить банкоматы, информация стала проходить о том, что значит сложность снимать наличность, наши гости, россияне, стали активнее пользоваться картами в магазинах, в кафешках, в ресторанах. И это приводит к тому, что значит, увеличиваются обороты по оплате. Это легализация бизнеса, это прозрачность операции, это вывод из тени. И я вам хочу сказать, что в этом году, в августе, у нас ежедневные обороты по российским картам составляли 40, а иногда 45 миллионов рублей в день. То есть вот такие большие суммы проходили. То есть в этом смысле, конечно, процесс развивается, но вот начиная с вопроса, о котором вы говорите, об эквайринге, в прошлом году мы сделали тоже большую работу, провели, прорывную, я сказал, это выход нашей карты за рубеж. Сегодня мы уже видим, что все большее число граждан Абхазии, выезжая за пределы Абхазии, расплачиваются картами АПРА за пределами Абхазии. Вот по итогам октября эта сумма составит около 3 миллионов рублей в месяц. То есть на 3 миллиона рублей наши граждане расплатились картами АПРА. И суммы из месяца в месяц увеличиваются. Это одно направление. Второе направление. Была создана возможность пополнения карты АПРА из России, из многих других стран через систему «Контакт». То есть в течение нескольких секунд с любой точки России и мира, там, где работает «Контакт», деньги поступают на карту АПРА. Сейчас идет работа вот о планах, о том, чтобы можно было переводить деньги с карты АПРА на российскую карту. И второе направление, над чем вот сейчас идет работа активно, мы планируем в течение 4, может быть 6 месяцев уже какие-то результаты получить, это эквайринг, чтобы можно было, сидя в Абхазии, осуществлять интернет-покупки, вбивать данные своей карты, оплачивать и ждать, значит, доставки товара до почты, которая указана. Насколько мне известно, вы были деканом экономического факультета АГУ. Когда истечет срок ваших полномочий, планируете ли вы остаться в органах госуправления или продолжите научную деятельность? До конца срока осталось 4 года у меня. Естественно, так далеко пока не думаю серьезно, но понимаю одно, что
Значит, с банком я буду заканчивать, потому что уже 10 лет это большой срок. И, в принципе, все, что можно было реализовать и сделать, я постарался сделать и делаю. Но я знаю одно, что дальше, где буду работать, это место, где будет мне интересно, где я буду себя реализовывать и приносить пользу. То есть сказать, сегодня я буду заниматься тем-то другим, я не могу сказать, но скорее всего это будет что-то творческое, наверное, научное творческое, так я вижу. Хотя жизнь покажет, еще очень слишком много времени впереди, чтобы об этом говорить. Наверное, так.